В имя Отца и Сына и Духа Святого. Помолимся веночком за Божьей милосердности во всех тих интенциях, кого мы свои молитвы оберцали, за душу чисту терпячие, за канаечку в эту хвилину, обгортание для каждого из нас, наших близких. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żeńczynami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Wieru Boga i całego Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, jaki był zaczęty w Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamученный в Понтии Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, зашел до неба, сидит праворуч Бога, а Отца Всемогутного, оттуда придет судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый Костел католический, едино святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Пречиста вечная, даруй Тебе тело и кровь, душу и Господь, милейшего Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа. Как прощи за грехи наши, и всякого света. Будь милосерден для нас, и до 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 всякого света. Отче Предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как прощи за грехи наши и всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Отче Предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как прощи за грехи наши и всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосерден для нас, и до всякого света. Деля Его болезной муки.
Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Вечный, даруй тебе тело и кровь, душу и водкость милейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Который прощит за грехи наши и всего света. Или Его болезная муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Вечный, охвяруй тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который прощит за грехи наши и всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Смилуйся над нами и над всем светом. święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Смилуйся над нами и над всем светом. święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. Окров і вода, яка випила з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Окров і вода, яка випила з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Окров і вода, які випили з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Єзу, Єзу, Єзу. Святая сестра Фаустина, святый Ян Павел II, благословенный Бронислав Маркевич, благословенный ksiądz Michał Sapoczko, все святые Божия, Таямницу сакрамента, Господи, наши все, просить Бог здоровья права, Боже, новый заповедь, что нам розум не глубажить, свято веры принесе, Богу вечно Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що от них походить, Творцу вечного святла. Аминь. молимся, Бо за паскальную таємницю Христа, Ти откупивших людей, заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспынно сгадывающи таємницю нашего избавления, удостоились открывать и плен прав Христа, Пана нашего.
В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, и хай будут с вами усіми. За той святую мшу справую з подякою за дар життя, з нагоди дня народження Граму Альпи, з просьбою о Божьем благословении, опеки Найсвятейшей Панны Марии, здоровья души и тела. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть в эту Найсвятейшую офиару. Сподобляюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами,
Будет на веки великой хвалы Твоей. Пане Боже, володарь небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Вороту Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи и свету, смилуйся над нами, яки береш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сердишь правооружайца, смилуйся над нами, о, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышайший, Иисус Христе, с Духом Святым умоле, молайся. Аминь. Молимся. О всемогутный Боже, мы сегодня с верою шановуем в Его шествие Твоего единородного Сына, и всем нам подаровал откупление. Учени просим, как мы, живучи на земле, за все и заносили наши души до неба. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з тобою живе і володарить в єдності Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Читание книги «Деяния апостолов». Першу книгу я написав Теофілі про все, що робив Єсус, і чому вчив від початку аж до дня, який взнесся, давши про Духа Святого заради апостолів, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих образах. А протягу 40 днів об'являвся їм і казав про Боже володарство. Коли разом ели, наказав їм не виходити від Єрусалима, але чекати обіцяного Отцом, про что вы чули от меня. Я хрестил водою, а вы будете окрещены в несколько дней Духом Святым. А собрания пытались у его, Ани, не в этом часе ты отбудуешь королевство Израиля? И он же отказал им. Не вам ведать часы те поры, какие Отец призначил своей владой. Але примите моду Святого Духа, який на вас сиде, и будете моими свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и аж до края земли. И сказал, что это он вознесся на очах ихних, и в облако забрало его з ихних очей. И коли они пильно узирались в небо, як он узыходил, вось два мужи стали перед ними в белом одении и сказали: «Мужи галилейские, что стоите и углядаетесь в небо? Это Иисус, взятый от вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він заходив на небо». В этом Слово Божие. Вознесся Бог под радостные вокличи. Вознесся Бог под радостные вокличи. Все народы пляскайте в долони, радостным голосом воскресите.
радостный обоишь, благодарующий земли Богу, ямогим заспевайте. Бог благодарить над народами, Бог сидит на своем троне святых. Вознесся Бог над радостный обоишь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия у познания Его, и просветлил очи сердца ваших, как вы ведали, у чим надея покликання Егонова, и якое богатие славной спадщины Егоной для святых, и якая неизмерная величь моцы Егоной у нас, верующих прозрение могутной силы Егоной, якую Он выявил у Христе, коли увоскресил Его с мертвых и посадил праворуч себе на небесах, вышей за усялякое княжение, и владу, и силу, и панование, и за усялякое имя, якое называют не только у этом веку, але и у будущем. И все покорил под ноги Егоные, и поставил его понад усім головой костела, який есть телом Ягоным, полнотою того, кто наполняет усё во всем. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите, научайте все народы, каже Пан, я с вами во все дни, аж до скончания веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Закончение святого Евангелия подле Марка. У той час Jesús з'явився 11 и сказал им: «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит, те хрестится, будет избавленный, а кто не поверит, будет осужденный. Тем, кто поверит, будут сподорожницать такие знаки, у мое имя будут выгонять злых духов, будут размовлять новыми мовами, змея руками брать будут, и коли что стятрутое выпьют, не зашкодит им. На хворых будут ускладать руки, и они выздоровеют. И Пан Иисус, после размовы с ими, узнесся в небо и сел праворуч Бога. А они пошли и повсюль обвещали Евангелие. Пан содейничал им и подтверждал словы знаками, что ему сподорожничали. Это слово Пана. Колись в одним из фильмов был такий уривок, коли чоловік після 20 років тяжкої праці в своїй крамі, де був директором, сподаром этой крамы, постановил выехать. У него хорошего сябра, який навіть ему допомог спаковаться, приехал навіть на чыгуночную станцию, посадил его у тягник, уже тягник отъехал, и сябра стоял, махал, певнится, что уже поехал, уже поезд здесь сховался, отворачивается, а эти сябра сзади стоит, не может уехать, не мог оставить этой справы. Что оказалось, что сел с одной стороны перрону, а вышел с другой стороны пристанку.
цягніка, абышоў яго ззаді і чакаў, аж гэты цягнік адвезе. Браты і сёстры, гэта падобнае да, смею так параўнаць, да Ісуса Христа, які узыходзіць на неба, гаворыць, а не смуткуйце, бо пашлю да вас адайца суцяшальніка майго, і ён будзе з вами па ўсе дні аж да сканчэння веку. І сёння мы пачулі пра гэтага суцяшальніка у дзеяннях апостальскіх, дзе мы дакладна прачыталі, што сыйдзе на вас Дух Святы, які асветліць вас праўдаю. І ўжо ад некалькі дней, прабачце, калі ласка, ў касцеле мы прыгатаўваемся не да унебаўшэсця Ісуса Христа, але да спаслання Духа Святога. Чаму яно так вельмі важнае у касцеле? Таму што без Духа Святога ніхто бы з нас не сказаў аман. Без Духа Святого ніхто бы не сказаў з нас слова звычайнага, бо ва ўсім ёсць Бог. У кожнай рэчы, якую мы спатыкаем, у ўсім, што нас непакоіць. У некаторых старых касцёлах калісьці у Нямецчыне на унебаўшэсце Ісуса Христа была вялікая фігура, якая ставілася пасля змёртвых паўстання Ісуса Христа, такая, як у нас тут така маленькая, толькі там такая вялікая, на увесь узрост Ісуса Христа была яна выжлаваная з дзерава. І гэтая фігура на унебаўшэсце вяроўкамі вельмі моцнымі уцягвалася ў дырку, якая была у суфіце, у крышы, у паталке, у святыні. І ўсе прыходзілі і глядзелі, чулі гэтыя вяроўкі трашчаць, бо гэтая цяжарная фігура ішла ўверх. І 10 дней пасля у небаўшэсце з гэтай самай дыркі спускаўся голуб, таксама дзеравяны, які сімвалізаваў спаслання Духа Святога. Хтосьці бы сказаў, які файны вобраз, можа бы вы што-небудзь зразумелі, можа каго вы навучыліся. Не, гэта толькі вобраз. Бо сапраўдным вобразам мае з'яўляцца нашая вера, што Ісус Христос уже ёсць у небе, і што адтуда Ён жа для нас, кожнага з нас, спаслаў Духа Святога, які хоча нас і павінен суцяшаць. Адзін амерыканскі краснадзея, які жыў у 19 стагоддзі, расказвае сітуацыю свайго жыцця, вельмі смутную сітуацыю, бо калі быў хлопчыкам, у яго пагіблі бацькі. Яго пасядзілі ў дилижанс, у брычку і везлі да цёткі. І тут чалавек, які яму таварышыў, гэты хлопчык пытаў яго, скажыце, бо я ніколі цёткі не бачу, чи моя цётка добрая? Гаворыць, яна вельмі добрая. Але чи яна на мяне чакае? Так, яна вельмі на цябе чакае. Але чи яна мяне кахае? Так, яна таксама цябе кахае. Але чи яна да нас дачакаецца, бо так позна прыедзем уночы? Не турбуйся, яна дачакаецца. Яна нават уночы свечкі запаліць у акне, каб мы бачылі, куды нам ехаць. Ну і, наконец, ён прыехаў. Яна яго выхавала, а стаў ён святаром, казнадзеем, і калі быў уже старшы, даведаўся, што яго цётка вельмі моцна захварэла. Пасколькі пастанавіў прыехаць, але на пачатак перад сваім прыездам, пасколькі дарога трывала з падарожжа намнога даўжэй, напісаў ліст, пісьмо. І ў гэтым пісьме апісвае сітуацыю, гэтую памятную сітуацыю, калі ён ехаў на першую сустрэчу да гэтай цёткі, якая замяніла яго бацькоў у дальнейшым часе. І расказвае, што калі ехаў, задаваў шмат пытанняў, чи на мяне чакаеш, чи мы успеем, чи не будзеш спаць, чи будеш выглядаць, чи будеш таксама мяне кахаць. А цяпер я, як святай, пішу табе, не турбуйся, што бы сталася, не зважай, памятай, што заўжды хтосьці чакае на цябе, што хтосьці таскуе за табой. Гэта Бог. Браты і сёстры, сапраўды, Бог ёсць везде, не толькі ў вобразе гэтай фігуркі з мёртвых паўстанага Ісуса Христа, не толькі ў знаку крыжа, але прысутны ў кожную хвіліну нашага жыцця. І хоча быць, і хоча запаліць гэтае святло. Яго ж запаліў калісьці падчас нашага хросту. Каб мы, імкнучыся да гэтага святла, можа шмат сабе задавалі пытанняў, чи Бог нас кахае, а ведаем, што кахае. Чи Ён за намі сумуе, а ведаем, што сумуе, калі мы грэшым. І калі мы ад яго адварачваемся, Ён хоча, каб мы вярнуліся з павротам і яшчэ раз запалілі нашае сэрца сапраўдным агнём, агнём Божай
Книжка Генріка Найма говорить про зранених і оздоровлених. Є там шмат ситуацій цікавих описаних. І одна із них оповідає о ксяндзу, який працював у шпиталі. І в певному моменті треба було йому кудись виїхати. І був тоді, до його на практиці приїхав молодий клерик. Тільки що отримав сутанну, тільки що прийняв перші обети, шлюби. Приїхав, і хтось говорить, ну треба мені виїхати. Але ти повинен бути в цьому шпиталі за 2 дні. Ти повинен мене замінити. Сходився цей молодий клерик, і одразу в перший день на його прийшло випробування, що подозвав його до себе якийсь старший мужчина. Розпочав з ним розмовляти, почав скаржитися, що завтра буде у мене вельми тяжка операція, я вижу, кажу, я вельми сумую, я не ведаю, що за мною буде. Вот, и я, и этот клерик начал его утешать, не турбуйся, все будет добре, поглянь, что операция удастся, и ты вернешься до здоровья. Але что было наступного дня, доведался, что ты старший человек помер. Когда вернулся святар, клерик пошел как рассказать святару, что старается такая ситуация, что он вельми моцно этим засмутился, не ведал, как поступить. Рассказал, что ему сказал, говорит, ой, ведаешь что, ніколи так не говори, а скажи так наступным разом, коли выдастся такая ситуация, что не турбуйся, не важно, что станется, памятай, на тебе завжди хтось чекає з любов'ю. Брати і сестри, справді на нас чекає Бог з великою любов'ю і хоче нам прийти на порятунок. Одна легенда греческая говорить про життя чоловіка, який був у Креті, такої вёсочці Крети. Коли він вже лежав і помирав, попросив своїх дітей, щоб принесли ще жменю землі, якою він обробляв, бо він був земляробом все життя. Діти принесли йому жменю землі, і він її вельми моцно стиснув і помер з цією жменею гарстю землі. Коли помер, легенда говорит, что пошел до неба и стоял перед брамой неба, наконец вышел насустрач ему Пан Єсус, говорит, дружа, твое життя было вельми добре, ты мне подобался, ты заслужил на небо, увойди сюда. Але, говорит, Єсус поглядел и убачил, что щось у руце тримає. Питає, що ти там у руце тримаєш? Говорит, мою землю, якою я управляв все моє життя, я тобі посвятив все своє життя, все правды, все хворобы. Хоть выпусти, отпусти ее, отдай земную то, что земное. Хоть не могу. И там Иисус, вот тех не можешь, ты тоже не могу тебе земную принять в володарство. Зашли в браму и пошел Пан Иисус. Минул день, минула ночь. Этот человек далее сидел под брамой, и снова чинилась брама, и вышел Иисус, а в другим прибрании. Был оправдан у шляпу, был так само похожий на земляроба, приподобився до этого дружа, и говорит, дружа, ты еще туда сидишь? Говорит, да, ты что, выпусти эту землю и ходи, тебе належит избавление. Он говорит, я не могу, это все мое життя, як я его могу оставить? И снова Пан Єсус зашел, зачинилась брама, и снова прошел день, прошла ночь. Конечно, под уплывом солнца земля высохла, начала уже с первым часу просыпаться праз его пальцы. И наступный день отчинилась брама, и вышел Пан Єсус, а в постаті дитяті, взяв його за руку і веде у браму. Говорить, друже, тебе вже нічого в руці нема, тільки пил. Отдай його ветру, нехай ветер пилом этим займется. И он отчинил руку, и этот пыл полетел. И когда пройшов у браму раю, убачив з другої сторони всю свою землю, якою займався про все своє життя, всю свою любимую землю, яку управляв. І зрозумів, чим єсть небо, до чого Христос його кликав. Не хотів йому дати тільки жмені землі, але великий кавалок його життя. Брати і сестри, та куди нас кличе Бог, як не у неба? І чим є це небо,
Які которая говорить, каштує тут на землі, якого ми вже покликані туди, якої ми собі вже сьогодні випрацюємо тут на землі, такое будемо іметь наше небо, до якого всі покликані. Святий Августин говорить, створив ти нас Божа і покликав до себе неспокойное наше сердце, покуль тебе не застанется. Святий Ян Павел говорить, як великий обшар має наше серце, що тільки Бог може його заповнити. Ніякі другі справи, ніякі другі речі, які є на землі, не можуть наповнити нашого серця, як тільки сам Бог, який і є, дитё нашого серця. Аминь. Віродзіного Бога, Айця Всемогутнього, Створителя неба і землі, всього вашого і не вашого, Віродзіного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинокого, Зайця народженого, верующими веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога справдного от Бога справдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу еще сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и вселивший от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядет праворушенца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святых католический апостольский костел, признаю один и Христ, для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Раз Ісуса Христа, який взійшов на небо і сидить праворуч Отця, з довір'ям представим Богу, с доверием представим Богу наши просьбы и молимся за святый костел, как им нужно, обвещаючи Божию правду, указывал свету вечной коштовности. Тебе просим. А миссионеров, как они обвещали Христовое избавление усім народам. Тебе просим. За народи, які переживають конфлікти, як запанував їх в країнах довгочеканий спокій. Тебе просим. За тих, хто не розуміє годності людського тіла, як вони зрозуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті. Тебе просим. За Рамуальду, з подякою Пану Богу за дар життя з нагоди дня народження, з просьбою об Божьем благословении, опеки на святейшей Панны Марии, здоровья души и тела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как надея на вечное житие захватывала нас до сумленного выконания наших штоденных обовязков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и учини, как мы справедливое житие на земле досягнули вечного життя с Христом, у Него ушествие, якого сегодня святкуем, и с Тобой живи и благодарен, праз все веки вечные. Аминь. Святого
нашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ojciec Предвечный, покорно складаю Тебе эту ахвяру, обрачистостью Его шествия Твоего Сына. Дозволь, просим, как прозретые святые отмен даров, мы узнесли наше сердце до неба, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим, Говору сердцем. возносим Господа. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Справедливо, это и справедливо, сущно и справедливо. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, раз Христа Пана нашего. И Он после Своего мертвых повстания открыто з'явився перед усіми Своими учнями. И на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его богоским житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа. А хоре анёлов разом с усими святыми спевают Тебе им хвалы, неспынно ускрикаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышине. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе, про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил эти дары, это продолжение, эту святую и беззаганную ахвяру. Складаем ее Тебе найперв за Твой святый католический костел. Будь ласкавый одорвать с упокоем, оховывать, еднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Францишком, Biskupom нашим Юзефом и всеми, кто верно заховывает и вызнает католическую и апостольскую веру. Памятай про слухов Твоих, про Рамуальду и про всех тут присутных веру и отданость, яких Ты ведаешь, за их мы приносим Тебе эту ахвяру хвалы, и они так само и Тебе приносят за себе, за всех Твоих близких, за откупление Твоих душов, за надею на избавление и уратование узносят Твои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого, у едности с усим костелом в наисвятейший день, коли Пан наш Твой, Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'єднаною с собой кволую человечую натуру, найперв спашаною, вспоминаем благословленную за все Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Тамаша, Косму и Дамьяна, и всех святых, прос их заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим, эту ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши в Твоем супокое, збав от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, мощью Твоего благословения учини. Просим Тебя, Боже, мощью Твоего благословения освети эти дары и учини их досконалою и милой Тебе ахвярою, как стали они для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. На передней муки, и Он
Узял хлеб, у свои святые достойные руки поднял очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął chętnych poczesny kielich w swoje świętые i dostojne ruki, znów Tebe podziaku składający, błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Wierujcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dzieля odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Panie, my sługi Twojej i Twój lud święty, wspominają Ci błogosławionej muki i воскрешения, a tak samo chwalebne niebowszestie Jezusa Chrysta, Syna Twojego, Pana naszego, składają najświętejszej mieliczy Twojej, z Twoich darów i szczodrotał, achwiaru czystую, achwiaru świętую, achwiaru bezzachanную, chleb święty życia wiecznego i kielich wiecznego zbawienia. Uzglянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама и святую беззаконную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мелхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анgelу занести эту ахвяру перед облича, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как завсегда все мы, и удельничаем в этой ахвяре алтара, и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про братов Твоих, и ки одешли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебе, Пане, дай им всем, кто спочиває у Христе, пребывать у месте утешения, światła i spokoju, tak samo i nam, grzesznym sługom Twoim, jakie spodziejuться na великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел в едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матеем, Варнавом, Игнацием, Агнешкой, Цицилией, Анастазией и усими святыми Твоими, уведи, просим и нас в их супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все гэтые доброты неспынно спараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу всей, яки вечные. Называемся детьми Божьими и не справляемся тому полной вдячности, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам пробитые наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя,
Ciebie, Panie, zbaw nas za всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси мне, зважай на грехи наши, як на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и верностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленный, покликанный на вечеру явную. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
упокою сердце мое, наполняя любовью и добром, упокою сердце мое, загораю над небом. Моя Матерь, наполняя любовью и добром, упокою сердце мое, наполняя любовью и добром, упокою сердце мое. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, ты уже на земле даешь нам уделу небесных таямницах. Просим Тебя, напомни наше сердце Ту волю по небе, где наша человечая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, який живе и владарит на веки вечные. Сьогоднішня свята імша відбудеться о 19 годині, а завтрашнього дня розпочинаємо новенну перед посланням Духа Святого. Дякую вам, великим всім, за супольну молитву. Є новий часопис Аве Марія, захочу взяти. Там є так само один артикул про нашу сім'ю з парафії і фотоздимки. Прийміть Боже благословення, нехай воно вас наповнить і ваше серце заправним спокоєм. Все буде добре, і завжди на нас хтось чекає. Пане з вами. І з духом твоїм. Моліться голови на благословення. Усемогутний Бог, нехай благословить вас во сьогодні, як одинородний Син зійшов на небо, как и мы могли прийти туди, где Он пробывает у славе. Христос після свого з мертвих повстання з'явився своїм учням, нехай Он буде для нас і гостивим суддєю, коли прийде судить живих і померлих. Христос сидить у славі правоучайця, нехай Он одурить вас радостью своей присутности, бо обещал, что будет с нами до конца свету. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидит на вас и застанется на завсёды. Идите в супокое Христа. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь самообороною, супроть спокуси і пастам Свого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. подадим Мати Божией, отдадим храму Альду Твою, я порог не отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поведай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Нашим сердцем Иисус, нашим
серця, Єсус. Застанься нам, разом з нами будь. Застанься нам, разом з нами будь. Хай серед нас панує мир, хай спокій обгорне нас, хай сумаком нашим серцям, Ісус, хай сумаком нашим серцям, Ісус. Застанься нам, разом з нами будь. Застанься нам, разом з нами будь. Хай серед нас панує мир, хай спокій огорне нас. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса